Всем привет! С вами Крым Реалии и наша постоянная ежегодная рубрика «Интервью с Джамалой». Привет, Джам! Привет. Так получилось, что так и получается, ровно год тому назад мы общались. Да. Тогда оказалось, что ты была уже в ожидании своего сына. Да. Об этом никто не знал. Буквально через какое-то короткое время после интервью ты уже об этом заявила. И тут мы думаем, вау, вот так получилось, что наши зрители, одни из первых, увидели тебя в таком прекрасном состоянии. Это правда, да. Как долго тебе удалось вообще скрывать? Настолько я тут еще вообще сама в таком волнении находилась от того, что не понимала, видно, не видно, говорить, не говорить. То есть вот какие-то вот такие, все равно будет понятно, а как это максимально скрыть, и чтобы действительно как можно дольше не говорить об этом. Но все равно понятное дело, что такой факт сложно оставить незамеченным, если ты все время находишься в концертах, в съемках. Поэтому вы были первыми, да. Кто это увидел, но не заметил, понимаешь? Не заметили мы, конечно. А почему ты решила рассказать об этом, когда еще не было видно на самом деле? Нет, то есть ты могла уже было видно, потому что я была на съемках фильма, на съемках «Голоса», и это павильон, и это очень много людей, и, конечно же, мои коллеги, которые сидели рядом, они тоже сразу заметили, что как-то я округлилась, вот, и Потап шутил в эту сторону, в общем-то, а потом как-то все так, пошел шорох, и мы просто стали, решили, да, что, наверное, нужно сказать. Платья с декольте появились. Ну, они и бывали раньше, но как-то потом на «Голосе» стало все ярче, ярче. Ну, понимаешь, мне кажется, тут такая ситуация, когда все-таки появляется живот, и ты набираешь вес, и постепенно, то все-таки хочется максимально освободить какую-то часть своего тела, чтобы не казаться такой, там, не знаю, большой или что-то. Поэтому какой-то акцент сместился. Но в выгодную сторону. Ну, девочки такие девочки, ничего с этим не поделаешь. Скажи, пожалуйста, вот с появлением ребенка, это понятно, что у каждой женщины, у каждой семьи график меняется. Да. Кто-то уходит в декрет. Сейчас мы видим, что многие продолжают работать. Ты человек публичный, у тебя творчество, концерты, выступления, участие в шоу. Ты в декрете, по-моему, вообще не сидела. Ну, там, может быть, месяц-два тебя не было я видно. была месяц, можно сказать, полноценно была в Турции в отпуске. В отпуске мы ездили с семьей к сестре, мы там сняли небольшой домик и были практически вот все время на море. Это было просто счастье, которого я действительно ждала всю беременность. И так как после беременности, после родов 2 недели у меня был, скажем так, декрет, а потом уже начался «Голос», и, в общем-то, нон-стоп. 2 недели в декрете, то есть 2 недели только дома, и потом ты уже вышла. Да, 2 недели я была честных дома, и я настолько погрузилась в это состояние, что вот даже мой муж, Сейдбекир, он приходил, и он говорил: слушай, может, ты куда-то уже выйдешь? А я: не хочу. Вот мне было настолько классно, потому что я себе все здесь организовала. Тут у меня пеленальный столик, тут у меня кроватка, тут я качаю, тут я сплю, тут я там кормлю, ну, тут у меня подушечка. И я как-то себе все так как-то удобненько сделала, что появление любого человека в доме, вот просто кто-то заходил в гости, там даже из близких, меня это сразу как-то аж настораживало. Подождите, вы нарушаете мою... Вот да, за 2 недели была полная синхронизация. Мне нравится именно это слово, потому что оно четко отображает, насколько мы были в таком единении с Рахманом. И вот это мне как бы хотелось продлить вот эту вот беременность, это состояние. И потом вот через 2 недели уже насытилась. Не то, что я насытилась материнством, а насытилась именно пребыванием 100% дома. И уже могла спокойно выходить на съемки и ездить на концерты. Но это был вообще неописуемый какой-то совершенно период, вот эти 2 недели, когда ты и твой ребенок.
в общем-то, это невероятное чувство. Муж тоже был рядом. Муж очень помогал, но я же говорю, что он все равно уходил на работу утром, а я вот в течение дня оставалась с малышом, и поиск няни — это действительно очень сложная задача, и ты не каждому сможешь доверить своего ребенка, и поэтому где-то 3 месяца мы были, скажем так, сами с мужем, а потом, конечно, помогали родители, и мои родители, и родители Бекира, потому что без них вообще никак невозможно. Слава Богу, что есть у нас родители. Если бы у тебя была возможность дольше посидеть вот в таком декрете, когда ты находишься дома с ребенком, тебе не надо ездить на работу, на съемки, ты бы продлила это время? Я думаю, что да. Насколько? Представляете? Я никогда не думала, что я так скажу, но мне кажется, что если меня еще так оставят чуток, то я бы, наверное, уже такая: все, пока. Но были случаи, на самом деле, вот, например, известная певица Лаурен Хилл, известная по своему альбому и группе Futures, она после того, как она родила ребенка, она закончила выступать, закончила сольную карьеру, потому что она сказала, что мне там прикольней. Ну, там это имеется в виду дома с ребенком. Я могу сказать, что... Ты была близка к этому? Я ощутила кайф, определенно. Определенно. Это настолько здорово, когда ты понимаешь, что вот это рождение, вот дети вообще в целом, это вообще оправдывает наше существование на Земле. Потому что мы столько делаем ошибок в жизни, просто утопаем в них. А вот когда рождается новая жизнь, ты понимаешь, что +1. Ну, то есть как-то хоть что-то хорошее остается после нас. Это вот, ты говоришь? Да. Мне кажется, что все круто. Новые города, новая музыка, картины, телевидение, наше развитие, наша эволюция. Но вот когда рождается человек, ты вообще как-то и понимаешь, что это самое крутое. Как твой супруг относится к тому, что ты так быстро вышла из декрета, что ты начала активно работать, появляться на телевидении, заниматься своей карьерой, продолжать, готовить новый альбом? Ой, он в этом смысле просто настолько мой человек, он меня просто практически и вытолкал из дома. Потому что он мне сказал: так, я не понял, что-то ты уже давно не писала песен, где песни, так, мы сегодня куда-то идем. Практически вот, когда он видел это состояние пучка, ну, то есть когда вот, в принципе, мне все равно, я могу не наносить мейкап, я могу не делать прическу, и типа мне класс. И он это состояние вот все время пытался то есть он наблюдал, но потом все равно все-таки специально так создавался какие-то поводы, чтобы выйти куда-то, пойти в кино, пойти к друзьям, не знаю, съездить куда-то. То есть это прям очень здорово. Давай напомним нашим зрителям, хотя я думаю, что, может быть, не все видели клип на песню «Люби». Песню ты посвятила своему супругу Сейд Бекиру, и клип был снят на вашей свадьбе. По сути, это не был клип, это было, знаете, как... Свадебная прогулка, есть такой формат. Да, все снимают на свадьбе свадебное видео, да, и ребята, которые снимали его, нам сняли полностью свадьбу, да, они сняли церемонию в мечети, все это сняли, а потом получилось, что им так самим понравилось, и более того, что была песня, которую я пела на свадьбе, они говорят: давайте мы смонтируем. И потом мы удивлены были, когда сам музыкальный канал М1 там позвонили и сказали: мы хотим это взять как видео. Я вообще не планировала, что это будет прям видео. Это было для семьи, на память. Да, это семейное абсолютно видео, поэтому, когда я даже выкладывала в своих соцсетях, я так и указывала, что это вот семейное
семейный архив, да. Давайте посмотрим фрагмент этого Давай. клипа. Любити і вірити в нього. Сподіватись, він найкращий на землі. Любити і вірити в нього. Сподіватись, він найкращий на землі. Ой, классный день, классный. Это идеальная история о том, некоторые стараются петь на свадьбах, Да. но понятное дело, что это люди в основном там не артисты, но они могут спеть, подарить любимому человеку песню. А ты написала эту песню, Да. исполнила ее на свадьбе, и вот такое красивое видео появилось, И хотя ты его не ужасно планировала. спела ее на самой свадьбе. Да? Я тебе могу сказать, что вот я никогда не признавалась, но это было настолько самое мое сложное выступление, когда у меня сбивалось дыхание. Это ладно, ты говоришь, кто вот обычно стараются сделать какой-то там, кто танцует, там невеста, да, кто поет, а тут вроде ты это делаешь каждый день, это твое. И тут я беру микрофон и понимаю, что у меня настолько сбивается дыхание, я забываю слова. Это был просто шок. Для меня это была новая я. Я не знаю, я не знала себя такой до этого. Ты судишь о профессиональных каких-то моментах. Да, Наверняка да. твои близкие, тем более твой супруг, это для него было лучшее Ну выступление. да, тут эмоция сработала, но я для себя такую пометочку сделала, что это вот было такое выступление. Я тебя немного верну к теме материнства, потому что вот я за тобой наблюдаю в Инстаграме, Да. помимо там Спасибо. клипов, творчества, да, Приятно. чем ты занимаешься, и я для себя поймала на мысль, что многие женщины после, во-первых, в беременности, Да. многие переживают, как-то себя некомфортно чувствуют, думают, что не нужно покупать лишнюю какую-то одежду на этот Да. период, можно носить какие-то просто Да. оверсайзы бесконечные. Да. Ты Ух показала, какую что подборку сделали. беременность и после рождения ребенка, что можно выглядеть стильно, можно не стесняться себя, потому что многие, они действительно просто как-то уходят в себя, вот про Да. пучок, про который ты вспоминала, Да. и не хотят ни на что красивое смотреть из Да. одежды. Посмотри на себя. Спасибо. Это просто невероятно. Скажи, как так получилось, что ты решила вот так вот провести беременность в таких нарядах? Ну, самое главное, я действительно чувствовала себя очень красивой. Я редко это говорю, вообще, наверное, никогда не говорю. Но в этот момент я вставала утром, я ощущала, что я красотка. Я очень хотела одеваться красиво. Более того, в этот период у меня очень много было телеэфиров. То есть подготовок к телеэфиру. Это и голос, и национальный отбор. Соответственно, на мне была ответственности немножечко больше, чем на любой другой беременной женщине, потому что мне как раз-таки хотелось ответить за всех беременных женщин, чтобы никто, ни одна не сказала, что беременность это вот такое всегда вялые морковки, страшненькие девочки и все такое. Мне наоборот хотелось вот как бы защитить в лице вот всех и выглядеть нарочито еще лучше. Вот у меня была какая-то вот такая одержимость выглядеть хорошо, не потому что мне даже так хотелось, а вот защищая всех беременных. Потому что я все время только и слышала, что ой, ну да, дети забирают красоту, ну да, ну беременная. Вот часто слышала, правда. И вот це упередження у меня, оно вот как-то, вот правда, раздражало, и я действительно со своим стилистом мы прорабатывали каждую деталь, где оформить животик, где его скрыть, где подчеркнуть там плечи, ну, то есть, где вообще ничего не надо подчеркивать, и так уже там вот на последних месяцах живот достаточно сам заявляет о себе, да. То есть, поэтому вот очень хотелось просто показать, что может быть иначе. Ну, на самом деле стоит же отметить, что ты всегда любишь что-то такое необычное, дизайнерскую одежду, Да. интересную, и во время беременности ты тоже не упустила возможность показать, как это может быть, как можно выглядеть на протяжении этих месяцев. Скажи, пожалуйста, это очень тоже важно знать всем женщинам и их мужчинам, их Да. семьям,
Послеродовая депрессия – это миф? Я не знаю, я не успела. Я уверена, что, наверное, это есть. Потому что я переписывалась в этот момент в мессенджере, опять-таки в Инстаграм, с несколькими женщинами, которые в этот же период, примерно там неделя-две разница, родили. И вот они мне рассказывали свое настроение, и часто я даже закрывала эту переписку, чтобы не перенимать это настроение. Потому что, некрасиво говорить, да, там, тебе плохо, но я не могу сказать, что мне тоже так же. А по идее, наверное, нужно было бы так сказать: да, я понимаю, мне тоже так же плохо, я хочу оставить этого ребенка, сбежать куда-нибудь, просто взять машину и поехать в ночь. То есть я слышала об этих настроениях, поэтому... Когда я только понимала, что вот какая-то есть грусть, тоска находит, меня спасала музыка. Любое состояние вы можете себе придать музыкой. Это как фильм, когда вы смотрите, вы даже не замечаете, но грамотный режиссер всегда вам делает очень мягкую такую подложечку саундтрека и создает вам состояние. Вам сейчас плакать или вам сейчас смеяться? Вот примерно мы сами себе в жизни можем создавать вот такое кино музыкой. То есть мы можем себе прокладывать вот этот саундтрек, скажем так. Поэтому всем, кто действительно в поисках вот этого состояния, настроения на сегодняшний день, просыпайтесь с правильной музыкой. Значит, если вам все время грустно утром, нарочито заставляйте себя слушать все-таки какую-то позитивную. Если вам очень плохо, не погружайте себя еще больше в какую-то грусть минорными песнями. Когда тебе исполнилось 35, Да, ты сказала, что вдруг, внезапно, ты сказала, что 35 — это как 25, Да. только когда у тебя уже все есть. Да. В твоем случае это победа на Евровидении, известность, популярность, да. семья, ребенок. Есть ли что-то, чего Да. все-таки тебе не хватает? Ой, и это ж как бы так громко звучит, да, все есть. Но всегда нужно к чему-то стремиться, определенно. Это можно воспринимать, да, эту цитату: 35 — это как 25, только все есть, конечно, с юмором, только так. Потому что в эту фразу «все есть» я вкладываю все-таки в первую очередь действительно личную жизнь. Потому что я не открою Америки, если я скажу, что действительно зачастую девушки в 35, женщины в 35, они не всегда находят свое счастье. Или это уже, может быть, даже какие-то вторые истории, третьи истории, да, то есть поиск. То есть, может быть, уже дети и есть, а нет личного счастья и так далее, и так далее. То есть это кубик-рубик. Поэтому очень классно, когда он совпадает. Поэтому Евровидение, мои альбомы, моя творческая жизнь, она идет, она бежит. И более того, я наращиваю этот темп. То есть моя победа на Евровидении нисколько не будет вишенкой на торте. Это только одна из прослоечек таких хороших, жирных, маслянистых. А дальше, 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 больше. И мне хочется писать много музыки. Я еще ничего не сделала для бульона. Мне хочется вкладывать больше себя, больше копаться в своих мыслях, в мыслях своих сверстников, о чем они переживают, о чем они думают, что их волнует, чтобы эта песня действительно, каждая песня проживалась не только мной, но и человеком, который слушает эту музыку. Вот, поэтому, это все очень трудоемкая работа, поэтому стремление и только стремление к новым высотам,
впереди. Я очень хочу, чтобы все получилось, и предела мечтаний моих просто, предела каких-то вот, не знаю, предела нет, короче говоря. Я считаю, что очень важно, чтобы была личная жизнь, это определенно. Ну, а в творчестве можно, не знаю, Ты бы вернулась, развиваться. я уже знаю ответ Да. на этот вопрос, Да. мне кажется. Да. Ты бы вернулась в свои 25? Нет. А все было классно. Я как раз 25 я поехала на новую волну, и потом в августе мне исполнилось 26. У меня были классные 25 и очень такие тоже успешные. Вот. Но тогда я могу сказать, что мне тоже очень хотелось сделать какой-то шаг в творчестве, но не было той мудрости. Поэтому я же говорю, что очень классно, что легкость, состояние молодости в тебе есть, а прибавляется немного, надеюсь, мозга, Опыта, мудрости, и тогда вот ты уже как крепче стоишь на ногах. Ну, я напомню нашим зрителям, что это специальный проект. Сюда, к нам, Крым Реалии, вот пригласили второй раз уже, через год пригласили Джамалу, и мы говорим обо всем, о чем только можно успеть Класс. поговорить за это время. Спасибо тебе еще раз за то, что ты к нам пришла. Ну, Спасибо вам. я сейчас не могу не перейти к теме Крыма. Ты часто Да. повторяешь в интервью, Да. говоришь Да. про Крым, рассказываешь что-то о себе. Ты говоришь, что тебе это болит, и ты не можешь об этом молчать, да, не можешь обходить. Да. Вот вопрос первый, Да. может быть, неожиданный для тебя. Какое вот любимое блюдо твое из крымско-татарской кухни, что ты, возможно, даже готовишь дома? Очень много. Я люблю плов. Я как раз на диете, вы сейчас такую тему затронули, сейчас слюнка побежит. Все, что мне нельзя, друзья, это плов, манты, самсы, чебуреки, янтых, Это все ты умеешь готовить? сама? думляма. Нет, готовлю я прекрасно борщ. Вот правда, это мой топчик. Вот я могу прекрасно приготовить борщ. Всю крымско-татарскую кухню я не готовлю, потому что, во-первых, это прекрасно делает мама моего мужа, Эмине Ханум. Она замечательно готовит. Моя мама прекрасно готовит. Поэтому, более того, есть в Киеве замечательные места, где можно это вкусно поесть. Мусафир, например. То есть нет необходимости, скажем так, это достаточно долгий процесс. Но янтык сможешь приготовить? Нет. Нет. Не Но плов буду сможешь. врать, не буду. Плов, ну, надо будет... По рецепту. Надо будет звонить папе, потому что самый лучший плов готовит у нас в доме, это все-таки баба, мой папа. Скажи, как часто родители к тебе приезжают? Они приезжают раз в год, ну, на такой достаточно длительный период. Во-первых, потому что навестить меня и уже навестить внука. А во-вторых, к сожалению, здоровье их ухудшилось за эти последние 5 лет. И да, необходимы постоянные, скажем так, профилактические там, процедуры и так далее. Ты приглашаешь их переезжать в Киев? Я их приглашаю постоянно, и, конечно, разговоры ведутся об этом достаточно часто. Но суть в том, что я уже понимаю, что оставить этот дом маловероятно. И у меня у самой просыпается такое, что с чего чего это они должны уезжать? Пусть уезжает тот, кто
туда приехал незаконно. Они там законно. Поэтому вот это у меня тоже такое вот какой-то протест возникает. И я понимаю, почему они настолько привязаны к этой земле, к этому дому. Даже несмотря на то, что уже действительно мы далеко, да, с сестрой. Сестра в Стамбуле, внуки в Стамбуле. Я в Киеве, внук в Киеве. И, конечно, они разрываются, они хотят видеть нас. У нас такая семья, да, мы привыкли быть каждый день на связи, скайп, вайбер. Я вот часто слышу, там кто-то говорит, что там звонит родителям там раз в неделю, там видятся, там и того могут не видеться. Вот. Для меня это очень странно, потому что мы близкие. Мы близкие со своей семьей, мы очень близкие. В одном из интервью ты рассказывала, что родители стараются тебе передавать какие-то посылочки Да. из Крыма. Да. Казалось бы, у Джамалы все есть. Все закончилось уже. Но да, ты сказала, что ты запретила, ну, фактически запретила Да. им это Да. делать. Да. Проблемы на админгранице Да. с Крымом. Да. Неужели там условно баночку варенья или какие-то фрукты из Крыма Баночку сложно варенья еще передать? да, а фрукты уже нет. Ну, тут же речь идет Мы не говорим- о фуре с фруктами. Нет, мы говорим о ящичке, ну сколько там килограмм? 5-6, наверное. Не разрешают провозить через админграницу. А кто это делает? Это российские пограничники, таможенники или украинские? И те, и другие, должна сказать. Да, да, да. То есть, ну, я просто устала как бы слышать о том, что все забрали, и я просто знаю, как тяжело это все выращивать, собирать, паковать даже, чтобы действительно это все доехало. Поэтому я сказала, так, все, тут все есть. Там мама звонит, говорит, вот, Мирахманчику хурму, у нас такая хурма, дерево усыпано, падает все вниз. Вы так в детстве любили, вы прям мягкую хурму, прям все, мы сейчас начинаем прикорм, и все вот это вот съедали за обе щеки. Я говорю, мама, спокойно, одну хурму я могу купить своему ребенку. Не надо это вести с такими... Тут даже больше не сколько тяжесть физическая, сколько страсть просто. Вот ты потеешь, подходишь к этой границе, заберут, не заберут, да зачем это надо? Когда ты последний раз была в Крыму? Я уже даже забыла. 5? Ну, сколько прошло уже? Уже 4,5, ну, фактически, да, в феврале будет 5 5-й лет. год. То есть до 2014 года. В 2013 году ты была? Да. Как ты думаешь, как изменился Крым? На что он похож сейчас? Потому что тебе рассказывают твои близкие наверняка какие-то вещи, плюс новости. Знаете, вот Крым, как вот что я вижу, да, вот по опять-таки тем же видео, там кто-то женится из знакомых, приглашают на свадьбу, потом шлют фото. Я говорю, так смешно было, мы, чтобы создать вот эту атмосферу Востока, Крыма, мы свозили пальмы, листья, ветки к своему вот этому алтарю, который вы видели, к двери, скажем, этой, которую вы видели на видео, свозили со всего Киева. А там действительно летом люди делали свадьбы, такие пролеты, смотришь, а там эти горы, деревья и красота. Крым невероятно красивый. И опять я это осознаю. Раньше я не так это замечала. Ну, то есть дом, приехал, увидел всех, поел, уехал. А сейчас я понимаю, за что всегда и были эти войны, и за что эта борьба. Это же невероятно красивое место. Это, скажем так, жемчуг на карте Украины. То есть он блестит, он прекрасен.
Только другой вопрос, как к нему относятся сейчас. Мы знаем о том, что экологические есть проблемы серьезные. Да, то есть Волчевский, да, по-моему, Армянский, простите, да, в Армянске были Химический выброс. химические выбросы и все такое. То есть я когда слышу, что мама рассказывает, что я не купаюсь уже в море давно, я говорю, почему, мам? Она говорит, потому что если я начинаю купаться, я заболеваю. Вот это я говорю, то, что я знаю. Потому что она говорит, что настолько вода все время мутная, потому что никто не следит о том, сколько выбросов, куда люди проводят канализацию. Я помню, когда мы приехали в Крым, папе было предложено провести канализацию через речку, Малоречку, Кучу-Козень, речка, собственно, почему так село названо, потому что есть вот эта речка, предложено было провести канализацию. Мой папа единственный на улице, кто отказался. Канализацию в море. В море. Он говорит, в смысле? Там купаются мои дети. И у нас во дворе 2 огромные ямы. Это всегда очень дорого, заказывать машину, которая все это увозит и так далее. Но вот этот человек, который осознает, что это не просто временно, он там навсегда, он хочет, чтобы там росли его дети, внуки, и нельзя так расточительно относиться к месту, где ты прибыл, да, где ты там думаешь, что этой серии, как ты пришел на лужайку, расстелил свой коврик, расставил там какие-то продукты, поел и так и ушел. Ну, то есть это нельзя к этому так относиться. Это место должно жить и процветать. Ну, меня это возмущает, потому что я не буду сейчас говорить обо всей планете. Я говорю о том, что конкретно происходит в Крыму, о том, что там происходят какие-то страшные вещи с точки зрения экологии, и никто за этим нет ответственного человека за это. Кто-то тебе еще рассказывает о том, что происходит в Крыму, что изменилось, жалуются или, наоборот, хвалят какие-то изменения из твоих друзей, одноклассников, учителей, соседей? Пишут, может быть, тебе или через родителей что-то передают? Значит, что хвалят? Хвалят те, кто, опять-таки, не от большого ума, машину дешевле купить. Все. Вот то, что я Аргумент слышала. в плюс, да, за последние годы? Это Да, вот, в общем-то, и все. Для меня это совершенно... это опять, я говорю, что это... Я не считаю этих людей умными, потому что все это глупости и легкомыслие. Больше я не знаю никаких положительных. Кроме того, что мы знаем постоянно в новостях, продолжаются обыски, аресты детей, которые остаются без отцов, все больше и больше. Я знаю не понаслышке, потому что часто, я не афиширую эти моменты, но совместно с крымско-татарскими организациями собираем деньги, и вещи, и какую-то помощь детям политзаключенных. Это очень, то есть я помню, что когда их было 60, сейчас их 100, вернее, их было 100 несколько месяцев назад, и сейчас уже их больше. Есть ли у тебя такие контакты в позитивном смысле, опять же, одноклассники, соседи, Да. какие-то друзья детства, с которыми ты общаешься через интернет, может быть, созваниваешься или хотя бы там поздравляете вы друг друга с днем рождения или как-то обмениваетесь своими основными новостями? Представляете? Нет. Нет. У меня есть мои родственники, родные. К
К сожалению, да, правда, что я только что об этом сама подумала, что с друзей-то и нет. Сейчас напомню всем я о песне «Шлях додому», которая для миллионов украинцев стала символом. И для тех, кто вынужден был уехать из своего дома, да, мы говорим сейчас и про Крым, и про Донецк, и про Луганск. Но оказывается, что ты также рассказывала об этом, что когда ты писала эту песню «Шлях додому», ты вот не в прямом смысле имела в виду Крым, ты даже не думала, что такая ассоциация возникнет. Вообще не думала об этом. Я писала ее, скажем так, про свой путь, да, и переживания, которые происходили со мной, когда я училась в Симферополе, потом в Киеве, скажем так, больше про вот это вот юношеское, да, когда ты вроде уходишь, но на время, и возвращаешься. И в философском, конечно, понимании, да, когда ты находишь свое место в этой жизни, находишь свою профессию, находишь людей, которые тебя понимают, а это очень важно, тогда ты считаешь, что ты нашел своих птиц в руках, да, птахи в долонях. А потом, когда действительно люди писали о том, что они всегда ее ассоциируют, те, кто из Крыма приезжали, из Донецка. И более того, для меня, когда сейчас я ее исполняю, вот она уже точно, я уже все, я вижу свой дом, я вижу эту хурму, которая осыпается, я вижу наш двор, я вижу эти пальмы. Все, это вот я ее никогда, наверное, не пела так, чтобы у меня не было слез на глазах, потому что я всегда у меня это вообще такой флешбек вот именно в дом. Я знайду свій шлях додому, хоч важко буде йти, крізь спогадів шалену втому, там буде затишно і світло, птахи в долонях. Я напомню, что с вами Крым Реалии, и это интервью с Джамалой, которая пришла к нам в гости ровно через год, Да. после того, как мы общались впервые. Да, ну, конечно же, на Крым Реалии ты на протяжении всего существования этого проекта ты появлялась в том или ином Да, виде, да. приходила к нам на интервью в старый офис, в старую студию. Сейчас у нас Да, все у вас немного очень изменилось. красиво. У тебя тоже много-много новостей, постоянно Да. много. Вот последняя новость — это новый альбом, Да. который называется «Крыло». Вышел он 12 октября Да. 2018 года. Ему предшествовал клип Да. под названием «Крыло». 11 сентября, кажется, вы его опубликовали. Давай посмотрим фрагмент этого Давай. клипа и потом обсудим. Давай. А я давно вже вмію кохати, але нікого так не любила. Чому ти обрав мене? І це єдиний шлях зі мною. На ньому багато камінняє, на ньому горе село. Да, перед записью, когда мы трактовались, я тут смеялась, что просто каждый раз хочется тоже петь. Когда я слушала твой альбом, и ты уже просто как-то хочется танцевать, петь. Клип «Крыло» Да. появился без твоего участия. Тебя там не было, Да. в кадре, во всяком случае. Я прям удивилась сначала. Да? Да, ну как-то, где Джамала? Я тебя хочется? ждала. Ну да, мне всегда хочется Хочется? смотреть на тебя. Ну, Не, я почему слушай, я спрашиваю, посмотрела потом- один раз, удивилась, что тебя Да. нет. Конечно же, потом я уже поняла смысл. Кто-то понимает эту песню, вообще понимал как песню о любви. Ты когда первый раз с ней выступила, Да, да. где-то было Да. такое ощущение. Но потом, когда ты вслушиваешься, а тем более после просмотра клипа, ты понимаешь, что здесь смысл, он намного глубже. О Боге, о чем-то высоком, о том, Exactly. кто тебя Да, ведет да, или да. что тебя Да, ведет. В да, твоем да. случае ты человек верующий, о том, кто тебя ведет. Да. И мне кажется, что вот в этих историях, этих милых детишек, очень много твоей личной истории. Ну, не без этого, конечно, потому что, по сути, да, здесь могла бы быть тоже девочка с микрофоном, которая вначале боится, не поет, там, падает, поднимается и выступает на сцене. Здесь могла бы быть также эта история, но
И это и так понятно. Мне кажется, что очень здорово, что здесь люди больше, дети из спорта, да, скажем так, потому что спорт это тоже такая сложная сфера, где все через труд. Талант, окей, но труд этого гораздо больше. Поэтому Аня Копылова, режиссер видео «Крыло», предложила найти вот таких вот детей талантливых, и они рассказали эту историю. Я хотела бы быть в этом видео, но когда мы посмотрели уже финальную версию, мы отказались от этого. То есть ты снималась для Да. этого клипа, но потом вы это убрали. Ничего себе. Да. Никто не слышал. Да. А для тебя, как для исполнителя, А. это как-то тебя задевает? Слушай, у меня нет такого, что я должна быть в каждом своем клипе, и немедленно меня снимите все. Нет, у меня такого нет. Главное тут искусство. Это очень, очень сложная форма видеоклип. Да, это сколько там, 3-4 минуты рассказать целую историю. Тут в фильмах люди не могут раскрыться, а попробуй в клипе действительно расскажи эту историю, чтобы было начало, середина, финал. Это очень сложная форма. Ты согласилась с этим решением? То есть кто здесь главный? Кто решает? Режиссер, продюсер или Джамал? Кстати, режиссер хотела, да, Аня хотела, Чтобы ты была в клипе. чтобы я была. Но я все-таки решила, что пока нет. Твое решение. Может, мы еще доснимем, кто знает. Продолжение. Продолжение. Ты рассказывала про этот альбом, про альбом «Крыло», что ты его писала в Трусковце Не весь, частично. Но ты частично. поехала как бы на отдых, но в итоге там с клавишами, со всей необходимой Я аппаратурой. сознательно поехала писать не только на отдых, потому что мне делать в холодном, тогда еще сильно холодном Трусковце, там мороз был. То есть особо не погуляешь там. Вот. Но белочек покормила там пару раз, а все остальное время я писала. Какие такие основные, может быть, смыслы ты заложила в этот альбом и в эти песни? То есть был ли какой-то лейтмотив всего? Одно настроение? Какие-то вот темы, которые ты хотела обязательно донести до своего слушателя? Можно сказать, что этот альбом про любовь и побочные эффекты. Это так. Потому что на самом деле в этом альбоме встречается такая песня, как «Люби ти», да, и «Кохання». И, собственно, разница в том, что «Кохання» — это история, которую я наблюдала, от которой я вдохновилась, скажем так. Это частое заигрывание с людьми в чате, да, скажем так. Люди переписываются, люди практически влюбляются, закохуются, да, вот, в человека, которого не видели, ну, вот в чате, да, скажем так, им очень нравится этот человек. А потом случается встреча, и все. Разочарование? Кохання розтаяло, як віск на сонці. Ну, и вот в этом и есть, наверное, особенность этого альбома от других, что здесь больше историй, не только моих персональных, а еще и историй, которые меня зацепили, которые меня вдохновили. Это такая история, вот как в песне «Great Pretender», да, то есть история людей, которые
в частности, женщин, которые хотят себя показать, продать себя подороже, но при этом они честно в поисках любви, но они просто опустошены. Они уже настолько растратили себя в этом притворстве, что они уже даже и сами не знают, кто они. И no one can really understand. Да? Никто на самом деле не знает. И они тоже не знают. Да, то есть вот это вот эта эмоция в Great Pretender. Потом есть песня «Незнайомець» про встречу, где о встрече вот этой мимолетной влюбленности, так посмотрела, влюбилась, не сложилась. Тоже история наблюдалась мною. История «Хвили». Это песня о том, как ты рассказываешь все морю, бушующему морю, о том, что говорят, да, что бесконечно можно смотреть на огонь, Воду. И как человек работает? Да, вот это, да, то есть вот когда состояние, когда ты смотришь на воду, и тебя это успокаивает, и даже в какой-то момент ты забываешь о том, что ты одинок. Поэтому здесь есть песни, извини, что вот да, расскажу, песни о любви и разных ее, скажем так, сторонах, да, вот, наверное, так. Давай послушаем фрагмент песни «Хвили». Клипа еще Да. нет, но песня, конечно же, есть. Уже Да. ее кто захотел, услышал. И мы Да. сейчас заставим это сделать те, кто вдруг ее не слышал. Да. Люблю я хвилі, шлях до неба вкрай, ти загубила рай. Эта песня ассоциируется как-то с Крымом или с первым морем в твоей жизни? Когда ты Определенно. увидела море? В Крыму? Здесь Впервые? есть море, да, есть море, здесь есть состояние, которое, безусловно, и я не единожды испытывала, когда ты приходишь к морю, на берег, и вот это вот состояние «волосся сум вплести». Там есть такая фраза, когда ты вот просто там что-то делаешь со своими волосами от отчаяния, что ли. Да, это можно ассоциировать определенно с Крымом. А фраза «море кепкувало над нами»? Очень люблю ее, потому что вот долго спорила с Игорем, своим продюсером, он говорил, что оно настолько неизвестное, ну, достаточно известное украинское слово «жартувало», да, ну, а «кепкувало» не такое, скажем так, распространенное. Но мне именно нравится его звучание, его смысл, да, потому что это не совсем смеялось, не совсем. Вот это очень красивое разнообразие украинского языка, когда действительно ты можешь сказать одно и то же, почти одну и ту же эмоцию, только разными словами. Вот опять-таки даже с тем же кохання и любити, да, то есть это разные вещи. Не в рамках рекламы, но вот если говорить о новом альбоме «Крыло», вот он как раз-таки может как разные страницы книг вот погружать в какое-то состояние. Здесь одна история, перелистнул, ага, другая история. То есть вот он там 11 треков, или 10, я уже забыла. Вот, и вот каждая страница, каждая новая песня — это новая эмоция, новое состояние. Вот я могу сказать, что это, безусловно, саундтреки. И очень приятно, что уже, да, почти месяц прошел после выхода альбома. Я могу сказать о том, что говорят люди, какие отзывы, что многие говорят, что это как
саундтреки для их жизни и сравнивают это произведение с временами года. В этом альбоме очень много песен на украинском языке. 7? Да. 7 или я ошибаюсь? Ну, много достаточно. Да, большая часть. Большая часть. Это потому Ну, что... на английском, по-моему, только 3. Да. И на русском ни одной. Нет. Это потому что квоты на украинских радиостанциях такие и на телевидении? Или есть другая причина? Я абсолютно честно признавалась, не знаю, слышали вы ли об этом или нет, о том, что я люблю писать на украинском языке. И до квот я это еще делала. Проблема была в другом, что я, правда, искала, как же мне мягко уложить это все в такой достаточно рваный ритм, скажем так, не фольклорный и не попсовый, скажем так, а вот именно написать хорошую там поп песню на украинском с какими-то украшениями из стиля соул, да, это достаточно непросто. Но когда был поводырь, тогда было «Чому квіти мають очі». Уже Потрясающая песня. я могу гордиться, и мне очень приятно было, что после вот этой работы, после песни «Чому квіти мають очі», мне позвонил сам Андрей Хлывнюк и высказал свой респект и предложил, собственно, после этого спеть песню «Злива». Я считаю, что Андрей один из самых крутых людей в нашей стране, который потрясающе работает с украинским языком и в смысловом смысле и в ритмическом. То есть это здорово. Англоязычные песни, у тебя их тоже достаточно много, и Да. в этом альбоме вот ты уже вспомнила песню «The Great Pretender». Да. И на самом деле до того, как появился клип, Да. я как-то так случайно получилось у меня с моим супругом, что он смотрел одно что-то на телефоне, слушал группу Little Big, смотрел Да. клип, а я слушала твою песню, вот «The Great Pretender». Да. И мы лежим, и тут я смотрю на его экран телефона. Она подходит. Да. Я тогда сделала эту публикацию, отметила тебя в стори. Я видела, танцевальный Да, такой. давай посмотрим сейчас, Да. что получилось. Да. Кстати, ты могла поучаствовать в конкурсе. Между прочим, у меня же был конкурс, Да. связанный с The Great Pretender. С видеорядом, который можно было подать. Да, задача была такая, что нужно было создать видео, в котором ты перевоплощаешься и выложить там, под официальным видео ссылку. И я буквально вчера ночью отбирала уже победителя. Их оказалось гораздо больше, чем я думала, потому что все так ответственно подошли к этому делу. Сняли видео, да. Сняли видео, эти дети, они там вообще, они настолько круто обыграли эту идею, это перевоплощение, это ничего не имеет общего с Хэллоуином, я имею в виду, что это не просто поиграться, одеть какой-то костюм, это поиграться, быть кем-то, кем ты не являешься. Вот что круто. Перевоплотиться. Перевоплотиться. Когда вышел клип настоящий уже Да. твой на песню «The Great Pretender» 31 октября, мне было сложно его смотреть после вот этого. Серьезно? Да, то есть я его сначала тоже... Я уже привыкла к тому, что есть Little Big, и эта песня, и оно все хорошо друг на друга накладывалось. Давай посмотрим фрагмент реального клипа. Ну вот так это выглядит, все это можно найти в сети, просмотры уже, в принципе, просто украинский YouTube это немного другая история, это отличается от российского YouTube, у которого там сумасшедшие цифры, да? Да. Ты довольна показателями, которые в YouTube набирают твои видео?
Очень хорошо набирают, очень хорошо смотрят это видео, делятся. Не знаю, все делились очень хорошими отзывами. Ну, правда, очень хорошая работа. Ну, потрясающая игра актера и эти все образы, режиссер Аня Бурачкова. То есть я прям счастливая, что у нас есть такие женщины-режиссеры в стране. Вот у меня уже получается вторая работа, и вторая сделана женскими руками. Тут никакого сексизма, просто обратную вот я сторону. счастлива. Да. Слушай, я хотела бы еще тоже поинтересоваться, как ты оцениваешь вот этот опыт съемки клипа здесь? Эти же клипы снимались здесь, как Да. я понимаю. То есть Но там по Great Крыло Pretender, в Киеве в снимался, Берлине. судя. Great Pretender в Берлине снимался. Все, что я, это здесь, все, что На улице, улица и все, что с игрой актера, то это в В Берлине. Берлин ты ездила на ездила, съемки? нет. Не ездила. У тебя также был опыт съемки клипа «Сумую» в Португалии. Португалии. По- И I Believe in You I тоже в Believe in You Португалии. тоже в Португалии. То есть ты можешь сравнить, сколько это стоит сделать в Украине, сколько Да. это сделать стоит в европейских странах. Какая Да. разница между? Есть ли разница или потому что в Украине, в принципе, это не дешево тоже? Нет, никакой разницы. Разница только в том, что я бы так даже сказала. Задача стоит таким образом: что вы хотите от этого видео? Если мы говорим, что это продакшн, да, скажем так, в студии, то, наверное, конечно, лучше его снимать дома. Там я не знаю этой сферы вообще. Но если говорить о том, что вы едете с режиссером, с оператором и вообще минимальной съемочной группой, то разницы практически никакой. То есть Это потому что Украина дорогая в этом смысле или Европа дешевая? это труд дорогой. Все. Это очень дорого снимать круглые сутки, стоять вот так, переезжать с площадки на площадку, не спать, потому что если говорить о клипе I Believe in You и Сумую, которые мы снимали за 3 дня, два клипа за 3 дня. клипа, мы спали. Я могу сказать, вот это рассвет, вот это конкретно 4:30 утра. И мы переезжали, чтобы успеть на этот рассвет именно на эту точку. Где-то 2 часа мы были в пути, мы спали 3 часа, а я, по-моему, вообще спала, потому что с учетом мейка, наверное, я 40 минут закрыла глаза, нанесла какую-то маску живительную, и поехали мы. Все, вот так. То есть, отвечая опять на твой вопрос конкретно, это просто дорогое удовольствие снимать клип. Ребята, которые работали над клипами и в Украине, и за границей, это все украинские Да, операторы, режиссеры? абсолютно, абсолютно. Игорь Стеколенко снимал и Сумую, и I Believe in You. А где больше нравится все-таки? Где этот процесс? Послушай, он- классно, когда ты видишь что-то новое. Конечно, нравится. Но парадокс в том, что да, мы жили в Лиссабоне, Португалии, но Лиссабона я не видела, потому что мы работали. То есть я видела Португалию из окон автобуса, пока мы стояли на площадке, там я могла что-то посмотреть, насладиться какой-то едой местной, а так вот это, скажем так, побочный эффект. Ты видишь вроде все и ничего, вот так. Спасибо тебе большое за это интервью. Где бы ни была Джамала, но раз в год мы обязательно должны встретиться для Крым-Реалии. Каждый год Поэтому, у да, нас да, уже да. такая традиция. Кто-то в пятницу перед Новым годом в баню, а мы Да, осенью. Прям хочется тебя обнять. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я напомню всем нашим зрителям, что Крым-Реалии для вас очень сильно старается. И спасибо, конечно же, нашим гостям Спасибо за вам. то, что приходите к нам. Подписывайтесь на нас в соцсетях, читайте сайт Крым-Реалии, где также выйдет текстовая версия нашего интервью с Джамалой. До новых встреч, и пусть у вас все будет хорошо.